Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в местечке Чит. Мы продолжаем, а точнее заканчиваем строительство вот такого шикарного одноэтажного дома из бруса. За моей спиной будет тамбур, который будет препятствовать выходу теплого воздуха из дома в зимний период, а также смягчать вот этот температурный переход из холодного в теплый. Шикарно, заходим в дом. Посмотрите, какие просторные помещения здесь. Это гостиная, шикарная, большая. Еще обращу на нее внимание. А вот напротив входа у нас сразу санузел просторный. Шикарно. В этой части дома у нас 4 комнаты. Раз, два, три, четыре. И вот там будет кладовая. Елочку ж куда-то надо ставить. Да, или туфли. Коробки с обувью. Все туда. Шикарно. Сейчас засниму, ребят, тоже. Здесь у нас просторная гостиная. Посмотрите, какие большие панорамные окна. Очень большие. Шикарно. Очень выделяется вот эта гостиная. Во-первых, здесь потолок вот сейчас получился 2,95. Это такая воздушность помещения, когда идут высокие потолки. И очень большие панорамные окна. Блин, насколько эта камера передает. Не передает, передает. Сейчас покажу. Смотрите, оно здоровое. То есть оно помещение воздушное и окна большие. Понимаете, да? То есть чем больше окно, тем красивее фасад у частного дома. Конечно, не надо перебарщивать, но большие окна, они украшают. Вот там, если в конце, вот там, если посмотреть, за моей сейчас головой, вон там, видите, дом? Вот, синенький. Видно, да? Там небольшие окна, и они смотрятся как бойницы. Понимаете, да? А большие окна, они украшают дом. Благороднее как-то, красивее это все смотрится. Дороже, кстати, что важно тоже. Можно элементами небольшими усугубить, да, ситуацию. Построили красивый дом, сделали маленькие окна и смотрится так убогенько. Или сделали нормальный дом и украсили его еще какими-то декоративными элементами. И смотрится уже дороже, понимаете? Я, например, на дачу купил необычные двери, дешевые двери, но я украсил красивыми петлями и красивыми ручками. И смотрится уже очень шикарно, понимаете? То есть вот так вот. Вот такие подходы. Блин, какие здесь помещения. Вот я в гостиной. Вот гостиная просторная. Сейчас расскажу историю о планировке. Передо мной будет кухня, там котельное помещение. Здесь санузел планируется вот тут. Так, и 4 комнаты. И 4 у нас еще помещения. Сейчас покажу одно из них. Вот здесь будут небольшие уютные комнаты, спальни. Прекрасно. Дело идет потихонечку, каждый день, но дело идет. И это радует неимоверно. Радует. Прекрасно. Мне в свое время один человек сказал, делай обязательно чуть-чуть, но каждый день. По чуть-чуть. Делай хоть что-то. Точнее, он мне сказал, сделай хоть что-то по чуть-чуть. У меня была один раз жизненная ситуация, когда я был в легкой депрессии. Я ему просто написал, что мне делать. Он говорит, делай хоть что-то, но по чуть-чуть. Сегодня по чуть-чуть. На примере скажу. Фундамент. Завтра по чуть-чуть. Обвязка. Послезавтра по чуть-чуть. Чуть-чуть стены. Послезавтра. Через неделю. Через 2. И вот мы уже дошли до кровли. Еще по чуть-чуть. Мы сейчас сделаем настил гидропароизоляционной пленки. Еще чуть-чуть. Контробрешетку. Брусок 50 на 50. Еще чуть-чуть. Обрешетка. Еще чуть-чуть. Настил металла. И вот уже коробка готова. Потом заказчик сделает обсаду, окна, да, закажет. Еще чуть-чуть. Установит дверь входную, чуть-чуть. Утеплит помещение, первое, второе, вот первого этажа, пол и потолок. Коммуникации, еще чуть-чуть. Где-то шлифанет стены, будут комнаты так использовать пока. Где-то сделает отделку. Вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Смотрите, год прошел второй. Но по чуть-чуть, незаметно. И не напряжно, главное. А через 2-3 года дом готов.
под ключ. И причем и сад готов, участок готов, и забор готов, и скважина сделана, и все сделано. По чуть-чуть, не надрываясь. Все, и все будет шикарно. Ну, по крайней мере, я живу по такому принципу. Мне в свое время так подсказали, когда мне было, ну, сложно, трудно. Когда было, да, такое слегка для меня легкое, печальное настроение, депрессивное настроение, мне так и сказали. Делай хоть... Я обратился к человеку, он мне сказал, сделай по чуть-чуть. Каждый день, но по чуть-чуть. Вот как в жизни, так и в стройке. Вот такой же принцип, по чуть-чуть, но каждый день. Обратите внимание, стропилка посажена, и скрепили все вот такими мощными глухарями с мизинец толщиной, вот они, и саморезами желтыми, прочными, каждая стропильная нога. У нас жесткое крепление по низу, далее у нас жесткое крепление по верхней части, по коньку это видно. Сейчас мы делаем вот такие распорки, дополнительно усиливающие кровлю от прогиба. Забиваем на гвозди, но это не все. Потому что сейчас мы еще возьмем шпильки, тоже вот такого диаметра. Еще пробурим шпильками, все закрепим, все шпильками. И это не все. Далее будет под каждой стропильной ногой, вот здесь, значит, стойка, которая будет упираться на лежень. Лежень, сказал еще. В общем, доску мы кинем по низу, по этим лагам, и делаем стойки, чтобы кровлю от снега вот так вот не прогибало, чтобы будет, ну, все будет надежно, все будет хорошо. Ну, как видите, красиво, красиво. Все хорошо, все хорошо. Давайте еще раз посмотрим на эту строительную красоту. Мне нравится, мне нравится. Пойдем еще с другой стороны на это все глянем. Та же история. Тоже все замечательно. Здесь, видите, все понизу. Все скреплено. Классно, классно. Фронтоны подшили тоже, обратите внимание. Это боковые части кровли. Торцевые части кровли. Вот так сказать. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем. Ну, конечно же, будем рады построить дом вашей мечты. Все, до встречи. До встречи на консультации.